Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на сентябрь. На вас. Каким будет для вас сентябрь? Самые важные и главные аспекты месяца. Чего ждать, чего опасаться. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, каким будет сентябрь для меня. Чего мне ждать, что мне по судьбе в сентябре. И давайте будем смотреть. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие-то знаковые люди у вас в сентябре вот проявлять себя будут. Либо вы уже знакомые. И вот люди входят в ваш ближайший круг, для вас что-то делают, либо как-то вас там подталкивают, проталкивают, чему-то учат. Либо вы в сентябре с такими людьми познакомитесь. Люди, конечно, просто звездные, тут ни больше, ни меньше, с какими-то способностями, с возможностями, со связями, со средствами. Да? Вот два необычных человека, со звездочкой, да, можно сказать, люди со звездочкой в сентябре важную роль сыграют в вашей жизни. По крайней мере, на одного из них вы будете опираться, причем всей спиной. Вот так вот у вас идет. Так, каким будет месяц для вас? Жарким, ярким, неповторимым. И месяц, который вот как взбудоражит вас, понимаете? Какая-то идет мощнейшая энергия, вот я не знаю, порывистого ветра, урагана. Вот прям все крутится и вертится. Все крутится и вертится вокруг вас. Не вы вокруг каких-то людей, предметов вертитесь, а именно вокруг вас вертится. Старайтесь выловить в этой водичке, да, либо в этом водовороте событий то, что вам нужно. Потому что будет приходить как и важное, нужное, полезное, так и никчемное, скажем, такое, не то чтобы даже бесполезное, даже какое-то вредоносное может приходить. Будьте повнимательнее. Спешите жить, но живите по уму. Вот так у вас должно происходить. Какие-то поездки, какие-то разъезды. Много, кстати, пешочком будете ходить. Прогулки. Может быть, доктор вам назначит пешие прогулки. Может быть, так случится, что вы, волей судьбы начнете именно таким спортом заниматься, да. Но придется там походить. Может быть, трафик. Кто-то на работу выйдет, да, кто-то вот откроет для себя какие-то интересные места. Будете много ходить пешком. Так. Вот важный момент в семье произойдет. Вы видели такое? Нет, хотят, чтобы я про другое рассказала. Окей. Кто-то, видно, не досматривает мои видео до конца. Человек решил уйти. Не уходите, подождите, для вас информация идет. Информация относительно мужчины. Мужчины, от которого вы долго ждали, на которого вы уже, как говорится, положили и забили. Вот. Этот мужчинка проснется. Причем, девочки, будет пытаться исполнить все ваши мечты, все ваши желания. Да, он какой-то недоделанный, да, какой-то непутевый, да, с какими-то своими тараканами. Но какая-то последняя фраза, ваш взгляд, либо вообще ваше внимание, да, насколько вы уделяете внимание, этого человека очень круто простимулировали. Этот человек бросает все, что у него там за спиной, чем занят именно сейчас, да, он оставляет там за спиной и мчится к вам. Вот прям как на комете летит. Девчонки, что сказать, без предупреждения, без каких-то лишних там, скажем так, фраз, да, мужчина просто вот на этой комете к вам ворвется с ошеломительными предложениями, там, давай жить вместе, там, женимся, я там, отказываюсь от какой-то женщины, перехожу к тебе, там, переезжаю, уезжаю, либо тебя с собой забираю. Вот так у вас пойдет.
как бы ваше самое сильное разочарование за последнее время станет самой ошеломляющей и громкой победой. Вот так у вас идет. Ну, а вы что? Забудете все свои обидки, забудете все свои претензии. И этого мужчинку вот распростерли. Видите, как распростерли ему объятия. Вот иди, мой хороший, я тебя вот заключу, обниму. Вот так у вас идет. Мужчина, от которого вы долго ждали, он действительно начнет себя проявлять. Вам тут сразу и совет вышел. Совет: никому ни слова не говорить о том, что вы там с ним решили, о чем вы договорились. У вас за спиной стоят двое. Стоят двое, которые следят за вами, вот прям в замочную скважину подглядывают. У кого-то отыграется, ну, семья, родственники, у кого-то отыграется, может быть, там подруги, соседки, коллеги, да. Кому-то очень-очень интересно, что у вас там происходит. Один человек, ну так-сяк, более-менее нормальный, а у второго человека, ну, во-первых, язык за зубами не держится, а во-вторых, глаза очень такие, знаете, колючие глаза, скорее всего, какого-нибудь очень темного оттенка карего. И, ну, такая душонка, понимаете, мелкая. Вроде и неплохой человек, и вроде есть там мысли толковые, и да, может там помочь, подсказать. Но чувствуется от этого человека, что двойное дно. И вы чувствовали, и не раз чувствовали, а возможно даже какие-то не очень хорошие ситуации были с этим человеком, но вы по доброте душевной прощали, забывали, там, да, как-то принимали. Значит, никому ни слова не говорите. Вот выйдете за него замуж, вот тогда и расскажете. Вот уедете с ним, куда он там вас повезет, тогда и расскажете. Понимаете? Никому ни слова. Иначе поглазят, попортят, рассорят и опять вас разведут по разным сторонам, скажем так, нашего шарика. Так. И еще у кого-то вот прямо отыграется, что человек, ну, с кем вы действительно вот как-то расстались, может быть, нехорошо, на нервах, может быть, какая-то пауза у вас вот образовалась, да, каждый со своей гордостью, со своими приколами. Ну как, что это я первая буду писать, да? Если любит, пусть он мне сам напишет. Человек вот просто ворвется в дом. Ворвется вот не с целью вас проверить на измену, на честность, а вот не могу вот без тебя, все, ты мой допинг, я без тебя никак. Да, мои хорошие, тут женщины, конечно, правят и рулят. Вообще девушки, женщины, неважно какого возраста, молоденькие, опытные, неважно, абсолютно неважно, вы в этом месяце будете, ну, просто вот в центре мужского внимания, восторженных взглядов, 1001 комплимента. И вот желаний будет много у мужчин к вам пообщаться, познакомиться, куда-то с вами сходить. Готовьтесь к тому, что вы, ну, будете даже в какой-то момент уставать от мужского внимания. Казалось бы, да, у нас осень за окном, а тут мужики прям весну почуяли, такие мартовские коты. Девочки, кто в браке, особенно вас хочу предупредить, потому что у вас сильнее всего это проявится. Вот мужчины, которые вас знают и даже не знают, прямо, знаете, вот как дорогу вам блокировать будут. Вот какая ты красивая девушка, давай поговорим, давай познакомимся, вот хочу тебе помочь, сумку поднести, то для тебя сделать, это для тебя сделать. Девочки, не стесняйтесь, пользуйтесь мужиками, пользуйтесь. Я понимаю, что смотрят меня мужчины, и сейчас вам стало немножечко обидно, но понимаете, нам, женщинам, нам так тяжело, мы все на себе тянем. Мы же не жалуемся, ничего не просим. А тут, если мужчина готов, и если мужчина для женщины, которая ему нравится, хочет совершить геройский поступок, ну, разве это плохо? Нет. Смотрите, и женщина выигрывает, мужчина ей помогает, и мужчина чувствует себя молодцом, героем, рыцарем на коне. Вот. Пользуйтесь, девочки, пользуйтесь, ни о чем не думайте. Кстати, по поводу вашего любимого человека. Вы, ну, либо не очень любимого, да, вот с кем вы в паре, в браке, вы лучше начнете понимать мотивы и посылы вашего партнера, назовем так, потому что вижу у кого-то, ну, больше похоже на, как
привычку, наверное, жить вместе, да, у кого-то действительно любовь, а у кого-то привычка жить вместе, вы лучше начнете понимать. Если еще более точнее, то вы подберете к своему партнеру тот самый золотой ключик, который откроет дверку, да, к мозгу, доступ к мозгу и к сердцу этого человека. Отношения у вас выровняются, станут более теплыми, более, наверное, такими доверительными. И сказать, что мужчина как в подчинении, нет. Скорее, мужчина, он как передаст вам возможность управлять всеми процессами, да, безболезненно, без всяких там фырканий, брыканий, довериться, да, он просто вам доверится. Вот, девочки, поздравляю, ну что сказать, поздравляю. С одной стороны, конечно, классно, можете избежать кучу всяких там ссор, проблем и прочих неприятностей, но опять же таки не забывайте, что это большая ответственность. Теперь вы будете отвечать не только за себя, за своих детей, там, кошечек, собачек, живности, но и за мужчину, которого вы приручили. Так, идем дальше. Открываются у вас в сентябре очень серьезные финансовые такие прям потоки, фонтанчики, водопадики, вот как хотите, так и называйте. Если вы человек активный, смелый, в себя верите, себе доверяете, поверьте, вы можете заработать, причем, так конкретно у вас заработок идет. Прибыль, понимаете, вот чем больше вы карман свой раскрываете, тем больше денежек туда попадает. Но опять же таки, да, если будете сидеть ровно на попе в 4 стенах и ждать, пока же мое предсказание исполнится, да, оно у вас исполнится, но в минимальной какой-то формации. Знаете, да, будут, возможно, кто-то вам там приходить, какие-то денежки приносить, но это несравнимо с тем, если вы проявите активность. Активность проявляете, деньги зарабатываете, большие деньги. Не проявляете активность, деньги будут, такие. Хотелось бы побольше, да, из такой серии. Поэтому, мои хорошие, как бы там вам не приходилось, чтобы вы там не думали, как бы вы ни относились к предсказаниям, к гаданиям, просто попробуйте почаще выходить на улицу, общаться с разными людьми. Если вы действительно в поиске работы, либо в поиске какой-то новой занятости, активности, бизнес-идей, пожалуйста, вы найдете, причем найдете сполна. Месяц действительно многообещающий. Вот в плане денег, в плане исполнений, в плане чего-то там добиться, пробиться, урегулировать, наладить, отладить. Понимаете, вот какие у вас проблемы есть, какие вопросы к социуму, к тем, кто вас окружает, к тем, кто что-то вам должен. Пожалуйста, идите и берите. Добивайтесь, получайте. Здесь никаких блоков нет. Вы настолько энергетически будете прокачаны, настолько у вас прям в глазах огонь будет гореть, что вам никто даже не подумает сказать «нет». Представьте, вы идете, и все вам рады. Куда бы вы ни зашли, все вам рады, все вам улыбаются, все такие приветливые. А что вы хотите? А как мы вас тут по высшему классу можем обслужить? Только пожелайте, и все исполним. Вот так идет. Так, сразу предупреждение. Месяц у вас идет бурный, энергичный, поэтому возможны травмы бытовые, травмы как легкие, так и более такие ощутимые, переломы возможны. Поэтому будьте внимательны. Конечно, спешите жить, но смотрите под ноги, по сторонам. Всякие там полочки, может что-то падать, ломаться на ногу, на руку, придавила, порезалась, подвернула ногу, да? Будьте поаккуратнее. Как будто бы люди как на новую колею становятся, да, и еще к ней не привыкли. Как говорят, ноги впереди, голова сзади. Таких ситуаций вам нужно избегать. Ходите ли вы пешком, пользуетесь ли вы личным автомобилем, велосипедом, не знаю, скутером, неважно. Важно, что нужно именно беречь себя и всегда думать о том, что скорость в движении, в каких-то действиях, да, она может быть травмоопасна. Это вам поможет. И также я хочу предупредить тех, у кого
Ну, скажем так, проблемы у девочек, да, с мочеполовой системой и детородными органами. У вас есть риск того, что вы, ну вот где-то ближе к концу месяца, возможно, ощутите какой-то дискомфорт. Особенно если у вас какие-то хронические заболевания, могут о себе дать знать. Поэтому, мои хорошие, если вдруг что-то пошло не так, какие-то ощущения ненормальные, да, назовем их так, сразу не игнорьте, а идите к специалисту, получайте квалифицированную помощь. Еще из предупреждений: старайтесь в этом месяце ни под кого не прогибаться. Вот какая бы ситуация ни была, стойте на своем и все. Представьте, что вы скала. Пусть никто не сможет вас ни принудить, ни заставить, ни уговорить принять свою волю. Поверьте, это очень важно. Если прогнетесь, если даже на полсантиметра уступите, но вы потеряете свою выгоду, вы потеряете свою пользу. Вот честно вам говорю. Сумеете себя отстоять, свой интерес? О, все, корона ваша. Выбирайте, думайте, но я вам настоятельно рекомендую не уступать никому и ни в чем. Так, еще обратите, пожалуйста, внимание на родственников, либо вот детки, либо пожилые люди. Здесь могут быть какие-то капризы, здесь могут быть какие-то странные идеи и странные поступки. Ну, понятно, что ругаться не надо, это очень плохо, особенно в семье. Старайтесь, ну, я не знаю, там, отвлечь, какую-то другую идею там преподнести, да, переключить внимание. Вот. Могут чудить, родители могут чудить, там, бабушки, дедушки, ну и, конечно же, дети. Ну, куда без этого? Это нормально. Так, по поводу информации. Будет ли у вас информация? Будет, конечно. Информации будет много. Информация будет стоящая. Если вот прям покопаться, поработать, отсеять зерна от плевен, ну, можно использовать в своих интересах. Хорошие новости придут от ваших конкурентов, врагов и недоброжелателей. Процесс пойдет, там какие-то вот прям качественные изменения будут в худшую сторону. Вы просто как наблюдатель, вы ничего не делаете, вы наблюдаете, что происходит с вашими врагами. Да. Будет какой-то даже момент жалко. Это я вас честно предупреждаю, но свою жалость приберегите для себя и для своей семьи. Эти люди бы вас никогда не пожалели. Поэтому, если будет желание там помочь, подсказать, ну, я не знаю, ударьте себя по рукам. Вот это лучшее, что вы можете сделать. И если вы попытаетесь помочь тем, кто к вам плохо относился, плохо с вами поступал, и уж тем более там, да, как-то даже у вас там каким-то абьюзом занимался, поверьте, вы можете просто передать вот эту свою огненную энергетику, удачи, возможностей и шансов тому человеку. Ну и сами останетесь, как говорится, при голом интересе. Воздержитесь, воздержитесь. Вообще в этом месяце старайтесь никому ничего не давать. Ни вещей, ни денег, ни каких-то личных ваших там, ну я не знаю, там предметов. Да. Соседка пришла, говорит: дай мне терку. Не давайте. Скажите: ой, у меня сломалось, либо там еще что-нибудь придумайте. Не давайте. Ничего старайтесь не давать. Поверьте, что вы будете давать, так вы с этими вещами, либо там с деньгами вы будете передавать свою хорошую энергетику. Вот этого делать не стоит. Так, еще важный момент по дорогам. Ну, дорог здесь много, дороги разные, как и ближние, так и дальние. Конечно, помотаетесь, я уже говорила, да, много пешком будете ходить. От дорог отказываться вам не стоит, какой бы дорога ни была, с какой там целью бы вы в дорогу не отправлялись, не отказывайтесь. Поверьте, каждая дорога для вас что-то позитивное донесет. Так, про человека ключевого я сказала, да, на которого будете опираться. Этому человеку стоит полностью довериться, поверьте. Лучше, чем мама родная, скажем так, за вами поухаживает и для вас делает. А вот второй человек, вот кому-то идет судьбоносный в плане отношений. Кому-то будущий муж, вот прям в сентябре, на порог, ну не на порог, как бы он вам дорогу как-то перейдет. Ну так познакомитесь, встретитесь, сам к вам подойдет. Ну а кому-то вот прям лучший друг, соратник, не знаю, компаньон, да, вот человечек появится для союза у вас. Ну и напоследок я хочу, чтобы вы знали, именно в сентябре вы
превращаетесь, ну, в такого мага, волшебника, чародея. Появится, прямо, знаете, как ресурс появится, энергия появится, а вы действительно сможете исполнять все свои хотелочки, все свои желания и все свои мечты. Может быть, не глобальные, но тем не менее. Знаете, вот сила мысли. Я хочу, мне надо, я буду. Все. Подумали, получили. Ни в коем случае не сомневайтесь в себе. Ни в коем случае не останавливайтесь, но и берегите. Берегите себя, потому что, еще раз повторюсь, высок риск членовредительства. Мои хорошие, берегите себя, любите себя, заботьтесь о себе, и все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.